Всем привет-привет, с вами канал Life, канал о нашей жизни. И сегодня мы решили с сыном Максимом собрать Лего. Это Star Wars. Лего про то, как Кайло Рен и Рей сражаются с красногвардейцами. Это так мне сынок сказал. Я не знаю про это ничего. Но я люблю «Звездных воинов» и люблю всю эту историю. Я смотрела все фильмы вместе с ним. Мы вместе пересматривали, а он еще пересматривал несколько раз и смотрел сериал «Звездные войны». И как там еще называется сейчас сериал? Вот мы посмотрели сериал еще «Мандалорец», да, и еще как? «Звездные войны. Войны клонов», «Повстанцы» и изучил Старую Республику. Да, вот. И у нас будет видео «Залипалочка» о том, как мы собираем конструктор. Этот конструктор понравится и мальчику, и девочке. Вообще, возрастная категория у него от 8 до 14 лет. Стоит он 5500. Это очень дорогой конструктор, но очень качественный и хороший. Все-таки Лего, все-таки Star Wars. Вот, поэтому мы сейчас начнем. Я передаю великие ножницы ребенку, чтобы вскрывать коробку. Так, мы сейчас будем вскрывать. Вот здесь надрезай. Не знаю, не надрезается. Надо, смотри, вот сложно так. Открыть. Вот так сделать, смотри. Вот так. Хоп. Да? Нет. Нет? А как оно должно быть? По-моему, вот так. Я думала. Так, ну-ка, ну-ка. Как сложно открывать. Тебе надо как-то вдавить пальцем. Вдавить пальцем? Хорошо. Мы первый раз так вдавили. У нас получилось. Ура! Так, вы вдавили, и что дальше? Так. И дальше... Вот так. Ура! У нас получилось открыть. Так, доставай. Ну, сложно это, чтобы ничего не вывалилось. Ну да, правильно. Хорошо запаковывай.
Вообще Старая Республика, она идет про три стороны. Это сама Галактическая Республика, получается империя ситхов и империя Вишейта, императора Вишейта. Люди до сих пор спорят, кто был могущественней, император Вишейт или Шиф Палпатин, император Палпатин. Да куда они наспорили? Ну, пока что думаю, что они в принципе равны. Это два могущественных ситха. Вообще, император Палпатин, насколько я помню, это такой противный мужик с полумертвым лицом, который себе поддерживал жизнь магически и уже давно должен был сдохнуть. Силой, да. Но нет. Ну, сила это же магическая сила в любом случае. Он не прям, он просто переселился в другое тело. Вот эти две черные надо взять. Серые. Одну надо было, одну только. В Старой Республике у меня образовалось три таких любимых персонажа. Это Дарт Малгус, который руководил нападением на храм джедаев на, получается, планете... Сейчас. На Корусанте, вот. Он руководил нападением ситхов на Корусант. Он такой завоеватель, то есть им восхищался даже Дарт Вейдер. Это сказано в расширенной вселенной. Ну, ее сейчас признают не как канон, но вроде как Джордж Лукас, он сказал, что это был канон. То, что они с Сидиусом восхищались Дартом Малгусом. Ну и вот это мой любимый персонаж, один из. В принципе, на монтаже можно будет ставить его изображение. Хорошо, обязательно. Получается, император Вишейт и его сын. У него сложное имя. Я чуть позже буду рассматривать его биографию. В основном я изучаю вселенную Звездных войн по видео. Так уже достаточно давно. Кстати, я понял, что это за объект. Что это? Я еще пока не поняла. Вообще, по фильму Сноук сделал с помощью силы Рей и... Так, ну что на смотрите? Да. И прозрачный такой тоже еще второй нет. Только одна прозрачная. Как это закреплять? Вот так. И получается, с помощью силы он, как в 6-м эпизоде, ее подвинул к такому окошку. То есть вот здесь, где уничтожались звездолеты. Повстанцы? Нет, тогда они были уже новой республикой. Но, я так понял, это сопротивление уже. Сопротивление, поняла. Ну, то есть, где громились корабли сопротивления. Ну и как в 6-м эпизоде это сделал Сидиус в Люку
Скайуокеру, чтобы его взбесить и чтобы он проявил темную сторону силы. У меня есть любимый персонаж, это Дарт Реван и Нихилус, Дарт Нихилус. Он, по идее, сильнейший персонаж Звездных войн. Он с помощью силы, у него есть особая способность, то есть он может высасывать энергию из существ, у него вечный голод. И он так даже с планетами делает. Просто всю энергию из планет высасывает и из других людей. И все, они все умирают, и все планета. Кошмар какой. Вот жестокий какой, да? Нет, просто идет по голоду. Ну, поэтому он и сильнейший, один из сильнейших. Ну, по моему мнению, лично. Она может отличаться с вашей. Дарта этого надо собирать. Это не Дарт. Ой, это... Вообще Кайло Рен и Сноук они не считались ситхами, то есть они как темные джедаи. Те, которые отреклись от светлой стороны и пришли к темной стороне. Они не считаются ситхами. Все поняла. Ситх это как Дарт Сидиус. Ага. Так, смотри. И император Вишейд тоже не ситх, он ситх. Это именно раса такая. Джедаи изгнали темных джедаев, которые отреклись от светлой стороны, в неизведанные регионы. И они там нашли планету с вот этими ситами, которые были расположены к темной стороне. Ну, они красные, и у них... Ну, скорее всего, мы тоже ставим изображение, как они выглядят. Ну, Хорошо. У них такие, как усы, висят. Красные. Висят красные усы. Да, и у них у всех красная кожа. Кошмар. Ну и вот, они из них сделали ситхов. То есть дальше стали называться они ситхами все. И вот отсюда и название ситхи. Интересно. А так раса сита. Ну, это в принципе можно считать, я думаю, как одно слово. Так, Ну, я надеюсь. Теперь нужно. Как? Насчет звездолета, который я нашел. А вот он дома нашел звездолет вот такой. Ну, Это звездолет собрал. Люка Скайуокера. Нет, Энакин. Энакина Скайуокера. Это он обычный для, получается, генералов республики. Это джедай. Обычно им присуждалось такое звание. Ну и вот я нашел, он был почти собранный. Там оставались только крылья и вот этот вот люк. Ну и тут некоторые детали у меня потерялись, к сожалению. Только Жаль, коробка... конечно, что потерялись, но... Ну, хоть коробка что-то. была неоднократно, потому что скрыта. Так понятно. Ну так он, в принципе, сохранил свой вид. Отлично. Еще я смог собрать из других деталей такого ситха. Примерно они так выглядели при нападении на корабль республики. Также Малкусом, только еще до нападения на Красант. Расскажи про Красант. Корсант. Курсант. Курусант, да? Ком. Корусант. Да, по идее. Расскажи про него. Это планета? Да, это основная планета, на которой находились магистры. То есть как магистр Йода и магистр Qui-Gon Jinn, там и остальные. То есть... Ну и там находились сенаторы, как Палпатин, Шиф Палпатин. Ну или... Я так понял, что его называли почему-то Тор Палпатин. Ну, либо это был его сын.
Ну, вот. Но Малгус нападал на храм джедаев на Крусанте, когда еще была Старая Республика, когда еще даже Йоды не было. И там он перебил всех джедаев. Своей командой из 10 ситхов. То есть они перебили гигантскую толпу джедаев просто командой из 11 человек, я так понял. Там было их 11. Ну, этот момент был в трейлере. Ну, он такой запоминающийся. Знаешь, еще вот обидно, что вот с этого меча Энакина Скайуокера он прожил очень большую историю. То есть вот правда. И он за всю эту историю не пострадал вообще никак. То есть его никак не распилили, ничем не разбили. Он то есть всегда был цел. Но вот взяла его в руки Рэй и через 2 эпизода сломала. А ты знаешь, с женщинами всегда так. Просто они с Кайло Реном его разорвали с помощью силы.
распинаю спинальное плечо. Все. Так, мы закончили. У нас осталась вот такая куча деталей.